Министр, начальник управления, полковник полиции. Ежегодный гражданский мониторинг открывает министр МВД. Как быстро и качественно оказывают услуги сотрудники госавтоинспекции, намерены узнать сегодня совместно с представителями общественного совета при министерстве. Особое внимание Михаил Коробкин обращает на соблюдение противоэпидемических мер. Осмотр подразделения проходит в сопровождении заместителя начальника МРЭО. И первые замечания коснулись проведения ковидных мероприятий в ведомстве. Как вы обеспечить безопасность граждан, если все в одну кучу сбились, да? Почему вы не ограничиваете вход? Да, у вас все вот так вот в кучу сбились. Да, о какой безопасности вы говорите? 3 человека, а остальные пускай там стоят. Почему допускается проход без масок, да? У нас Кстати, подполковник, вы обладаете всеми полномочиями, доставлены по протоколу 20.6, да, за нарушение противопандемийных мероприятий. Получение водительского удостоверения, постановка транспорта на учет. Есть ли все необходимое для получения всех услуг, интересуется министр. Мероприятие проходит в рамках акции «Гражданский мониторинг». Ее главная цель – укрепление доверия между населением и органами внутренних дел. Министр МВД выслушал отзывы и замечания граждан. Жалоб нет, да? Такие проверки местных подразделений полиции проводят ежегодно по всей стране. Проверяющие обращают внимание и на наличие информационных стендов, актуальность информации о территориальном органе внутренних дел, контактах должностных лиц и нормативных актов. В прошлом теперь длинные очереди в ГИБДД. Заместитель начальника МРЭО делится, как проходит прием и запись граждан, чтобы не допустить столпотворений. Для регистрации транспортных средств гражданин имеет возможность также подать в электронном виде, то есть посредством портала госуслуг. Обратившись к личному МРЭО, находится у нас управление электронной очередью, прикрепляется того начала. Сайте, да? Это сайт единый портал государственных услуг. Это сайт правительства Российской Федерации, который посредством записи гражданина в свой личный кабинет имеет гражданин возможность не только записаться к нам в МРЭО, но и вообще все услуги, оказываемые правительством Российской Федерации. В частности, при записи на этом портале он получает скидку 30%. Регистрация автомобилей проходит на 2-м этаже здания. Экзамены у будущих водителей принимают на 1-м. Министр подчеркнул, что в каждом зале приема граждан плохо организована работа с безопасностью здоровья посетителей. Отметил недопустимость большого скопления людей в одном помещении в период пандемии. Почему вы не организовали именно фильтрацию там же на улице? Это безопасность на здоровье. Далее представителям общественного совета при МВД сотрудники полиции подробно рассказывают о правилах осмотра автотранспорта при регистрации. Посадили машину. Сначала посмотрим вин, посмотрю ее. Сейчас я смотрю. Если машина грязная, я смотрю ее. Если пленка, я смотрю. Здесь есть газовое оборудование? Есть машина, я ему отказ сейчас сделаю. Нет, отметки нету, да? Нет. Большинство услуг ГИБДД оказываются уже в онлайн-режиме. Постепенно на этот формат переходят и жители Ингушетии. Почти половина населения уже решает вопросы дистанционно. По итогам проверки представители общественного совета при МВД в целом дали положительную оценку работе сотрудников. Сегодня мы убедились в том, что действительно работа идет нормально, у них все и оборудование, все у них позволено, есть все. И самое главное, чтобы мы сами соблюдали порядок. Замечание сегодня было сделано не только сколько руководство ГИБДД, а столько нашего населения, потому что мы стоим без масок, мы не соблюдаем очередя, мы скапливаемся, и это все ведет к тому, что мы можем сами заболеть. Такие мероприятия указывают на недостатки, которые необходимо устранить и применить усилия по их недопущению, отметили в свою очередь сотрудники ГИБДД. Мы организуем систему допуска граждан в МРЭО ГИБДД с целью обеспечения социально безопасной дистанции для предотвращения возможности заражения граждан коронавирусной инфекцией. В связи с тем, что указом руководителя республики предусмотрены эти противоэпидемические мероприятия еще до 15 мая. Мероприятие в рамках акции «Гражданский мониторинг» общественный совет при МВД намерен провести во всех подразделениях полиции, где предоставляют услуги населению. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Новости 24.